Сегодня мы с вами отмечаем праздник веселый, праздник старинный, Масленицу. А по коми называется Ев, от слова Ев – молоко. Чем богаче ее отпраздновать, тем урожайней будет год. Существовало такое поверье: если не потешаться в широкую Масленицу, значит год жить в невзгодах. В русских традициях праздник Масленицы делится на 7 дней. Чем же эти дни объединялись? А в народе говорили так: в эти дни надо есть до икоты, петь до хрипоты, кричать до надсаду и плясать до упаду. Каждый день Масленицы имеет свое название. Понедельник – встреча, день первого блина. В этот день выпекают самый первый блин и отдают его беднякам, или просто же оставляют его на подоконнике. А вот женщины в этот день на Руси учили печь своих дочек печь блины. Эту традицию можно соблюсти и в наши дни. Второй день недели – вторник, называется заигрыши. Это день, когда молодые люди присматривались друг к другу, выбирая подходящую пару. А парни и девушки определялись с будущей парой, вместе катаясь с горок и устраивая общие праздничные обеды. День среда – лакомка. Тот самый день, от которого и пошло крылатое выражение «к теще на блины». В среду зятья шли угощаться к тещам, и считалось, что чем богаче теща накрыла стол, тем лучше она относится к супругу своей дочери. А следующий день, в четверг, день назывался разгул. В этот день все на Руси веселились, и взрослые, и дети. Катались на упряжках в санях, водили хороводы, играли в снежки и захватывали снежные городки. В пятницу проводились тещины вечерки. Тещи наносили ответный визит своим зятьям, а обязанностью зятей было принимать своих тещ и угощать вкусными-вкусными блинами, а также и других гостей, которых теща привела с собой в дом к своему зятю. В субботу проводились заловкины посиделки. Сестры мужа приходили в гости к снохе, которая должна была напечь для девушек блинов. С пустыми руками в этот день приходить считалось неприличным. Заловки дарили семье брата, хороший подарок. А воскресенье у нас это проводы зимы или прощенное воскресенье. В последний день Масленицы принято просить прощения у самых близких и родных людей, поминать ушедших. Но и гуляния в этот день все-таки продолжаются и с хороводами, и с танцами, и катанием на санках. Последний символ прощания с Масленицей – это, как все знают, сожжение чучела. Приходится на последний день масленичной недели. Вот мы и проводили нашу Масленицу. Как интересно в русском народе проводят Масленицу. А я хочу тебе рассказать, как мы, коми, проводили Масленицу. Как ты уже знаешь, Масленица называется Ев. Особого религиозного содержания этот праздник не нес. Называли Винасур Юан праздник. Веселый праздник хмельного гуляния. Коми в каждом селении на Масленицу строили ледяные горки, катались с гор на санках, попарно. Парни держали на коленях своих девушек. Катались с ледяных гор целую масленичную неделю. Днем дети, а вечером молодежь, люди среднего возраста и даже пожилые. Другим популярным развлечением на Масленицу были качели. Строили широна, да потана качали. Качались в основном тоже молодежь и тоже попарно. Девушка напротив парня. Во всех коми-селениях на Масленицу любимым занятием и развлечением также было выезды на лошадях. А у коми-еженцев на оленьих упряжках выезжали в расписных, богато украшенных и покрытых красивым сукном санях. К дугам подвешены колокольчики, ленточки и цветы из бумаги. А также представления на улице устраивали ряженые, прямо как во время колядований. Делали ряженую лодку. Это на двое саней ставили лодку и разъезжали на этих санях. И назывался поезд. Ехали, пели песни и людей веселили ряжи. Также у коми были свои оригинальные песни. На коми-языке, конечно. Именно исполнялись они на Масленицу. Гоголь-погоголь, круг ли мой круг.
При исполнении этой песни дети сбирались на самую высокую горку и скатывали круглые яйца. Вот как интересно. Другая песня «Шон де банега жаваляй», «Солнцеликий радостный валяй», посвящалась встрече весны. Кстати, у Коми чучело не принято было сжигать. Это чисто ваша русская традиция. Обязательным элементом празднования Масленицы было обильное угощение, богатый стол. Печь начинали за 2-3 дня до праздника. Обязательно надо было сварить сур и, конечно же, испечь блины. Тещи также угощали своих зятьев, а остальные для себя и для своей семьи пекли блины. Еще все старались как можно больше кушать, ведь после Масленицы наступает Великий пост. Вот мы и рассказали вам, как раньше отмечали у Коми и у русских Масленицу. Теперь будем ждать очередных праздников, которые сохранили для нас наши предки.